жаралып нурдан жарыгын сунган жұлдызды элим кыргызым. Тиленем түтпөй, биіктен түшпөй, көкөлө берсин жылдызым. Көкөлө берсин, көкөлө берсин, көкөлө берсин ул кызым. Ырчы Айымжан Айылчиева менен ал Түштүк Кореяда окуп келгенден кийин маектешкен элек. Анда ал сахнага жаңы Айыма болуп чыгам деген. Ал күндөр келди. Ырчы жаңы продюсерлүү болду. Имиджин өзгөрттү. Көрмандар мындан ары сахнадан жаңыча иштеген Айыманы көрүшөт дейт каарманым. Ну, начну с того, что вообще этот проект, это часть, это получается не полноценный тот образ, о котором я говорила, да? Это получается не конечный этап того, что мы сейчас делаем. Получается, это проект, это как маленькая часть того, что мы планируем. Получается, это больше такой, можно сказать, коммерческий проект для выступлений именно. А над альбомом на данное время мы начнем скоро работать, так как в этом году вот из-за вируса вот это было сложно, конечно, все сидели дома. Получается, набрали мы танцоров, уже как год, наверное, мы знакомы с девочками, работаем, танцуем. Получается, начали работать мы с Андреем, с Мужджидеш. Я влилась в их коллектив. Я, получается, часть сейчас большого проекта. Не только мой проект есть, но и также есть другие проекты, как и Джидеш Эджи, так и другие певцы, которые у нас есть. Получается, я сейчас, как сказать, часть этого большой семьи, с которой мы на данное время работаем. Мы не только собираемся работать по отдельности, также сейчас продумываем разные варианты работать вместе, получается, возможно, с другими, да, исполнителями, которые есть которые в нашей команде. Также у нас есть и свои композиторы, свои звукорежиссеры полностью, да, получается, такая большая команда, также свои видеографы, получается, такая большая команда, в которой я сейчас состою. Ну, когда я присоединилась к этому проекту, к Андрею, получается, он сразу мне сказал то, что вот мы полностью поменяем, да и я сама этого хотела. Мы связались с одним дизайнером, стилистом, который работал над нашим образом, но это все равно, это только начало, такой пробный момент. Сейчас мы это пробуем, дальше будем что-то еще делать, дорабатывать наш образ, да, получается. Это еще не конечная версия того, что будет. Как такового договора у нас не составлялось, так как мы уже с Андреем давно знакомы, давно дружим. Наши семьи, получается, мои родители тоже хорошо с ними общаются, с их семьей. Из-за этого, не знаю, сколько мы работали уже как-то, можно сказать, родными друг друга стали, и поэтому не было такого, то, что мы обязательства, да, какие-то, какой-то контракт. Это все на добровольных условиях, на такой дружеской ноте, можно даже сказать. Но мама всегда для меня будет тем человеком, с кем я буду советоваться, конечно. И на данное время по некоторым, получается, можно сказать, обязанности так распределились. Какие-то обязанности на себя взял Андрей, получается, а какие-то все равно на маме лежат. Ну, это так, между нами, да, получается. Я там что-то делаю иногда сама, да, например, на какие-то предложения отвечаю, иногда мама отвечает, иногда, вот, например, на какие-то более серьезные, там, что-то с выступлением связано, это больше сейчас к Андрею идет. Вот, как-то так. У мамы такое есть иногда. Она говорила, вот, ты не самостоятельная, начни что-то сама делать. Я начала делать, потом он говорит, все, ты у меня не спрашиваешь, да, теперь? Ты повзрослела. Ну, короче, сложно, конечно, но как бы всегда стараюсь советоваться, конечно, но в последнее время больше сама принимаю решения. Айыма Түштүк Кореядан вокалдан да сабак алган. Азыр вокалы жакшырып жатканын айтат ал. Там получила я совсем другие знания, не такие знания, которые здесь получала, какие-то новые техники, да. Многие моменты, как я здесь пела, оказались неправильными. Мне до сих пор нужно как бы над ними работать, конечно, но было очень интересно. Я получала знания, как и в университете я брала уроки некоторые, так и вот частные уроки вот с определенным учителем. Но это было, конечно, интересно. Сейчас на данное время я стараюсь все эти знания использовать, но, конечно, сложно из-за того, что учитель там, не всегда могу спросить, да, что как, но она периодически, мы списываемся с ней, общаемся,
Вот, как-то так. Улучшение, да, есть. Но вот за последние, наверное, 3-4 года два, наверное, года я так расслабилась, так как последний раз, когда я выпускала песню, это вот в основном было именно когда сама, да, вот это была песня «Сюрен». После этого у меня учеба началась, я еще в Корею улетела. Из-за этого как-то меньше пела, меньше петь стала. И начали как будто навыки пропадать. Сейчас на данное время я стараюсь больше петь и обратно, да, наверстывать все эти навыки и то, что получила в Корее, да, знания, этим усовершенствовать. А так потихоньку, думаю, лучше все будет. Насчет внешности в Корее я заметила то, что они очень сильно за нее переживают, и они постоянно, получается, у нас же так, то, что у нас крем просто, да, или там, не знаю, умылся мылом, да, или что-то такое бывает же, а у них прям все вот по ступенькам, там 5, например, да, вот средств до того, как ты краситься начнешь, тебе нужно это, то сделать. Я заметила, как они реально, и вот то, как они ухаживают за собой, это очень видно, они очень опрятно выглядят. Конечно, там бывало такое, то, что мальчики, говорят же, выглядят как девочки, но да, типа, возможно, у них это как-то нормально, да, нормой считается. Но приятно то, что они все ухаживают за собой, У нас-то, возможно, у парней, да, там, они, такая кожа сухая, да, там, или видно, да, не ухаживают, но там они прям, не знаю, у парней и у некоторых кожа лучше, чем у девушек, наверное, можно так сказать. После этого я начала замечать, я больше начала увлекаться косметикой, именно уходовой, так как до этого я тоже не так прям много чего знала, но вот после Кореи, после всего того, что я увидела, там, как они за собой ухаживают, даже вот мой учитель по вокалу, она мне рассказывала, то, что она каждый день, например, вот такие процедуры делает, чтобы у нее такая кожа была. У нее просто прям идеальная была, без ничего, прям вот очень чистая была кожа, мне было интересно. Вот так потихоньку сейчас совсем по-другому за свою кожу ухаживаю после Кореи. Өспүрүм кезинен атактуу болгонуна карабай, ырчы жөнөкөйлүк сапатын сактап келет. Бул тарбияданбы? Возможно, да, это, во-первых, воспитание. Спасибо бабушке, дедушке, родителям, то, что они заложили в меня, это возможно. Конечно, не хочу, да, хвастаться, такая вот, такая классная, мне кажется, всегда нужно быть человеком, во-первых. И даже если я, например, пою, и меня столько людей знают, не надо себя ставить этим, например, выше других людей. Все мы люди, все мы одинаковые. Просто у каждого какой-то свой талант, каждый должен как-то по-своему реализоваться. И, не знаю, я бы не хотела, да, вот себя как-то ставить выше других людей, потому что у меня также 2 руки, 2 ноги, я также делаю все то же, что и они. Вот, из-за этого, не знаю, стараюсь как-то думать всегда так, то, что не надо себя ставить выше, надо быть проще. Всегда в моей семье, вот сколько я пела, начинала это делать, всегда какая-то была поддержка, всегда... Не знаю, не было таких моментов, когда они что-то мне запрещали именно в плане пения, они всегда меня поддерживали. И, возможно, вот эта вот приятная атмосфера, да, вот то, что царила вокруг меня, она, не знаю, как-то чему-то научила, наверное, то, что даже не знаю, честно, даже очень интересный вопрос. Я никогда, кстати, об этом не задумывалась. Возможно, критика к себе, то, что вот я постоянно стараюсь над чем-то работать, где-то ищу не плюсы в себе, а минусы, наоборот, стараюсь что-то дорабатывать. Возможно, это тоже сыграло, то, что вот у каждого человека есть свои плюсы, минусы, каждый человек это человек, я тоже такая же, у меня есть тоже плохие, хорошие стороны, и возможно, вот это все тоже, самокритика тоже на мне сыграла. Ийгилик эмгекти, убакытты туура пайдаланууну талап кылат. Ырчыда план менен иш кыларын, бирок кээде үйдөн чыкпай эс салууну кааларын айтат. Всегда стараюсь по какому-то плану действовать, идти. Всегда заранее все прописываю, просчитываю, что нужно, как делать, и после этого, да. Вот. У меня иногда бывает такое время, когда я просто из дома не выхожу.
я могу запереться, ну не запереться, а просто дома сидеть, сериалы смотреть и вообще и телефон в руки даже не брать и просто вот отдыхать, да, вот как-то отстраниться чуть от мира, даже с друзьями не видеться. У меня было такое время, ну, это, наверное, еще на карантине, когда мы дома сидели, я прям первый месяц мне было классно, я сидела дома, ничего не делала, отдыхала, сериалы смотрела, учеба была и так параллельно. А потом, конечно, уже, да, иногда все-таки нужно балансировать, иногда для себя время находить, и вот иногда, ну, когда нужно, то нужно работать. Айыма үчүн материалдык байлык кандай орунду ээлейт? Я смогу, как сказать, позволить себе и своим родителям, своим бабушкам, дедушкам то, чего я, например, хочу. У меня бывает такое часто, то, что я за вот ту поддержку, за то, что вот они мне делали, мне, например, хочется их, не знаю, накопить столько денег и, например, свозить их куда-нибудь, накопить что-то денег, например, какую-то сумму, что-то им, да, купить, да, например, что-то вот, ну, не знаю, какое-то, это, наверное, больше спасибо, да, или даже больше как бы не себе хочется, да, там, не знаю, бывает, да, то, что вот я иногда ездила с выступлениями за границу, но в то же время мне хотелось, чтобы и моя семья это увидела. У меня больше так, я хочу именно накопить деньги, чтобы, например, сделать для них что-то, показать им тоже, да, например, как-то поделиться с ними какими-то своими такими хорошими моментами. И больше, мне кажется, вот для этого я работаю, стараюсь что-то делать, чтобы не только вот у меня, да, что-то было, но и как бы поделиться этим со своей семьей. Маектин соңунда Айыма кыялдарын айтып берди. Хочется достичь какого-то уровня, ну, не здешнего, да, вот, как сказать, что-то новое здесь сделать, быть полезной, конечно, и какие-то, даже не знаю, может, через пение я бы хотела затрагивать тоже какие-то социальные проблемы, как-то им помогать, что-то делать во благо, развивать не только вот нашу эстраду, но и вообще, в общем, Кыргызстан. Ну, такие глобальные, конечно, планы, мечты, но самое главное — это вот как-то прожить не зря, что-то сделать, оставить свой след, какого-то достичь признания от своей публики, от аудитории, которая будет меня слушать. Наверное, как-то так, например, там, или, не знаю, концерт устроить, и вот публика вся будет за меня петь, и все, я такая, все, я прожила не зря эту жизнь. Feel your eyes, they are all for me, don't be shy, take control of me.